Уважаемые кыргызстанцы, как вам известно, по личной инициативе президента Кыргызской республики была разработана концепция цифровой трансформации Санарип-Кыргызстан, которая была рассмотрена и одобрена на заседании Совета безопасности Кыргызской республики 14 декабря 2018 года. Данная концепция охватывает 2019-2023 годы. Основными стратегическими целями данной концепции заключается в обеспечении развития цифровых навыков у населения. Другими словами, это создание необходимых условий для того, чтобы наши граждане могли максимально для личной выгоды использовать цифровые технологии. Вторая стратегическая цель заключается в предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг и сервисов в цифровом формате. Третье – это обеспечение экономического роста за счет развития цифровых технологий. В этом направлении, как вам известно, правительством Кыргызской республики была принята дорожная карта по реализации концепции цифровой трансформации Санарип-Кыргызстан. И в настоящее время все государственные органы, в том числе в условиях текущей ситуации, они проводят работу по реализации тех проектов, которые указаны в дорожной карте. Уважаемые кыргызстанцы, мы все видим и являемся свидетелями тех временных трудностей, внешних факторов, которые влияют на традиционный образ жизни. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что эти временные трудности, вызовы, они в том числе создают и возможности. Эти возможности заключаются в том, чтобы достаточно активно осваивать цифровые технологии, развивать свои цифровые навыки для того, чтобы, выполняя свой гражданский долг, оставаться дома и быть на связи со всем миром. Цифровые технологии дают такие возможности, как в цифровом формате получать образование, получать информацию, получать услуги и сервисы в цифровом формате. Поэтому это новая реальность, это новая среда обитания. В этом направлении, в целях поддержки мер, предпринимаемые со стороны республиканского штаба, при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской республики был создан IT-штаб с участием частного сектора, а также экспертов, которые работают в этой сфере. В настоящее время в состав IT-штаба вовлечены более 400 специалистов, которые на добровольной основе помогают правительству в реализации отдельных цифровых решений, которые направлены на поддержку работы республиканского штаба. В настоящее время за последние 2 недели со стороны специалистов IT-штаба при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской республики были разработаны и запущены отдельные инструменты, в частности, интернет-сайты, которые направлены на предоставление достоверной и актуальной информации по текущей ситуации. Были разработаны отдельные инструменты, которые позволяют дистанционно получать консультацию, либо получать ответы на свои вопросы. Были запущены инструменты, которые позволяют удаленно провести самодиагностику и по итогам полученного результата обратиться за медицинской помощью. Вместе с тем, согласно поручению руководства республиканского штаба, были поставлены 2 задачи. В частности, это разработка системы выдачи электронных разрешений для комендатуры города Бишкек. В настоящее время данная система уже разработана и внедрена. Разработчиком данной системы выступило государственное предприятие «Түндүк». По настоящему моменту общее количество полученных заявок на получение в электронном формате разрешения составило 10 259, одобрено 413, отклонено по разным причинам. По решению комендатуры составляет 7901 заявка, на стадии рассмотрения 1940 заявок. Вместе с тем, одно из важных направлений деятельности IT-штаба является разработка отдельных систем, которые направлены на повышение системы управления решений на стороне Министерства здравоохранения. В настоящее время резидентами парка высоких технологий Кыргызской республики разработана и находится на стадии внедрения системы учета по случаям коронавируса. И мы планируем, что данная система будет потом безвозмездно передана в ведение и управление Министерства здравоохранения. Хотелось бы особо также подчеркнуть, что в рамках реализации концепции цифровой трансформации Санарип-Кыргызстан
Согласно указу президента Кыргызской Республики, 2020 год был объявлен годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. В данном направлении работы продолжаются именно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Основными проектами в этом направлении является это разработка и внедрение системы электронного документооборота. Разработчиком данной системы является государственное предприятие «Инфоком». Со стороны специалистов и команды государственного предприятия «Инфоком» в настоящее время достигнуты следующие результаты. Система электронного документооборота внедрена и функционирует в 123 государственных организациях, учреждениях. Общее количество пользователей в настоящее время составляет 9 тысяч, и общий объем документов в электронном формате за последние 6 месяцев составил 237 тысяч. Хотелось бы также отметить, что со стороны государственного предприятия «Инфоком» при лидерстве и координации Государственного агентства по местному самоуправлению и межэтнических отношений в пилотном тестовом режиме внедрена система «Сонарий Паймак», которая включает в себя такие направления, как электронный документооборот, систему Е-Хызмат, а также и автоматизацию системы управления на уровне Айлюк-Мөтү. Данная система в настоящее время внедрена в 8 Айлюк-Мөтү. По итогам данного тестирования планируется внедрение данной системы во всех Айлюк-Мөтү по всей республике. Эти работы в настоящее время запланированы на май текущего года. Хотелось бы особо подчеркнуть, что в настоящее время точка безвозвратности она пройдена. В качестве примера мы хотели бы рассказать о текущем состоянии развития системы электронного взаимодействия в Түндүк. Если привести сравнение по объему либо количеству транзакций, с сентября 2018 года по конец 2019 года общий объем транзакций посредством системы Түндүк составил 24 миллиона транзакций. А по итогам первого квартала 2020 года общий объем транзакций превысил 25 миллионов. Это говорит о том, что взаимодействие в электронном формате между государственными органами, а также между государственными органами и частным сектором, он растет. И с учетом полученных и извлеченных уроков мы продолжаем работу по переводу тех документов, которые являются актуальными и требуются для цифрового развития нашей страны. Вместе с тем хотелось бы отметить, что согласно указу президента об объявлении 2020 года, распоряжением премьер-министра Кыргызской республики Абылгазиева Мухаммедкалыда Шукеевича подписано распоряжение, согласно которому выделены из республиканского бюджета финансовые средства на реализацию цифровых проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, в сфере труда и социального развития, а также сельского хозяйства. В настоящее время те ответственные государственные предприятия и учреждения в текущих условиях они продолжают дистантно, то есть удаленно работу по разработке и реализации данных цифровых проектов. Уважаемые граждане Кыргызской республики, настоящие условия, временные трудности призывают нас активно выполнять свой гражданский долг, тем самым помогая государству в борьбе с коронавирусом. И в этой связи, как я уже ранее отметил, что мы все должны находиться на самоизоляции, тем самым оказывать заботу самим себе и своим близким. И данные условия предполагают в том числе и получение информации, образования, либо другой полезной информации через цифровые технологии. В настоящее время со стороны Министерства образования и науки запускаются отдельные ресурсы. Со стороны нашего комитета недавно с участием и поддержки частного сектора, наших партнеров, был запущен проект DigiSkills, который направлен на формирование и предоставление контента, направленного на развитие цифровых навыков. И в этой связи, пользуясь данной возможностью, я хотел бы призвать вас использовать данные инструменты для развития своих цифровых навыков. И хотелось бы особо подчеркнуть и обратить ваше внимание на вопросы обеспечения и защиты своих данных в цифровой среде. Исследования отдельных международных институтов показывают, что за последние месяцы повысились риски и угрозы в плане кибербезопасности. Отдельные лица, они создают определенные инструменты
которые направлены на получение личной информации или другой информации, которая может представлять определенную материальную угрозу. И в этой связи мы хотели бы обратиться к нашим гражданам, чтобы достаточно внимательно использовать отдельные интернет-ресурсы, платформы для получения отдельных услуг и сервисов. Будьте здоровы, будьте цифровыми, и спасибо за ваше внимание.